Торжественное посвящение в первокурсники. Более 1000 человек. Парад российского студенчества состоялся в Магасе. Пара «Крым-2019» участником фестиваля для лиц с ограниченными физическими возможностями стала и команда из Ингушетии. Эрнест Энеркиев вышел во второй тур Кубка мира по шахматам. С кем еще предстоит сразиться ингушскому гроссмейстеру, расскажем в этом выпуске. На канале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. Главе российского правительства сегодня исполнилось 54 года. Свои поздравления Дмитрию Медведеву выразил глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Цитата. «От себя лично и от жителей Республики Ингушетия поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам дальнейших успехов в государственных делах на благо России. Крепкого вам здоровья и благополучия». Конец цитаты. В долгий путь за знаниями. Более 1000 человек сегодня приняли участие в параде студенчества в столице Ингушетии. В Магасе прошло посвящение первокурсников в студенты. Будущие врачи, учителя, экономисты и юристы – все те, кто в ближайшие несколько лет будет осваивать различные специальности, официально приняли почетные и ответственные звания студента. Тамара Хашагульгова расскажет подробнее. Медицинский, экономический, юридический. На главной площади Ингушского госуниверситета собрались студенты 10 факультетов вуза и учащиеся колледжа, открывшегося при высшем учебном заведении в этом году. Нарядные, красивые, с табличками в руках, дружным строем маршируют к площади главного университета республики. Ингу сегодня стал эпицентром настоящего праздника – российского парада студенчества. В этот красивый солнечный день действительно в жизни важное событие. Событие посвящения вас, студенты. Поздравить ребят со вступлением в ряды студентов пришли сегодня и наши спортсмены, а по совместительству выпускники этой альма-матер Хусен Халмурзаев и Мовсар Евлоев. Поздравляю всех студентов, которые вступили в новую жизнь для себя с днем первокурсника. Призываю вас со всей ответственностью отнестись к данному этапу вашей жизни. Самира Ужахова вот уже 2 недели осваивает профессию учителя младших классов. Она даже не верит, что этот день настал, и уже совсем скоро она сможет официально считаться студенткой вуза. Мне очень нравится моя студенческая жизнь, она полна самого неизведанного. Мне кажется, мне будет легко, так как мне очень понравились наши педагоги, они очень добрые по отношению к нам. Девочки все приятные и очень дружелюбные. Вчерашние школьники уже понемногу начинают осваивать новые дисциплины. Для них все сейчас в новинку. Позади 11 лет за школьной скамьей, ЕГЭ и ожидание зачисления в вуз. А впереди семинары, контрольные точки и первая сессия, которая покажет, кто на что способен. Но это все потом. Сейчас главная часть сегодняшнего торжества – вручение зачетки и ключа от знаний родного вуза. После заполучения символа необходимо принести клятву российского студента. Использовать полученные профессиональные навыки и опыт для укрепления могущества и процветания России. Клянемся! И вот, наконец, обряд посвящения пройден. Ребята могут считать себя полноправными студентами ИНГУ. Я желаю студентам очень легкой учебы, хорошо провести этот учебный год и много продвижений в учебе. А вот для Аси Чесыговой парад студенчества – лишний повод поностальгировать. Она прекрасно помнит, как и сама, будучи таким же юным и неопытным первашом, стояла в таком же ряду. После школьной скамьи приходишь в университет, и на самом деле было немного страшно. Но уже спустя некоторое время ты преодолеваешь в себе этот страх, знакомишься с новыми людьми и понимаешь, что действительно ты находишься там, где ты хочешь быть. И как студентка 4-го курса я пожелаю первокурсникам огромной удачи, потому что знаю, что учиться в Ингушском государственном университете это нелегко, но если постараться, то можно добиться хороших успехов. Парад российского студенчества проходит традиционно в середине сентября с 2002 года. Цель – сплотить и ближе познакомить студентов друг с другом. Организаторы уверены, с этой задачей они однозначно справились. 3-й год университет принимает активное участие в проведении и подготовке парада всероссийского студенчества.
В рамках вот этого парада мы сегодня и проводим посвящение студентов-первокурсники. Мне бы хотелось пожелать нашим студентам удачи, успехов, приобретения новых знаний, а также приобретения новых знакомых. Будущие медики, экономисты, педагоги – эти ребята только начинают свой путь к знаниям нового уровня. Отправная точка вот уже несколько лет подряд – парад студенчества. Тамара Хашагульгова, Магомед Дескиев, Новости 24. Причина пожара, возникшего на днях в частном доме в Сунже, установлена. Напомню, что в четверг в поселке Восточный произошло возгорание, в результате которого погибла жительница Сунжа Зина Мейриева, а ее сын госпитализирован с термическими ожогами. По данным специалистов, в тот вечер оба домочадца включили электрический камин. Из-за неисправности электропроводки произошло замыкание. Общая площадь горения составила 60 квадратных метров. Сейчас, по словам врачей, состояние пострадавшего при ЧП Зелимхана Измайлова удовлетворительное. Лечение идет в полном объеме, и через дней 10 состояние пациента может улучшиться. Мост закрытию не подлежит. Единственная переправа, связующая город с микрорайоном новостроек, миновала участь быть демонтированной. На территории за Алханчурским каналом сегодня собрались местные жители, беспокойство которых связано с трудностями передвижения, которые могут возникнуть в случае переноса моста. На сход пригласили и представителей администрации Назрани. Репортаж Амины Боковой. Судьба единственного моста, связующего микрорайон за каналом в Назрани с городом, волнует сегодня всех местных жителей. Появилась информация, что власти собираются его закрыть и проложить новый уже на другой улице. Но объезд по новому маршруту жителей не устраивает. Окольный путь лежит через ямы и ухабы. Дорога полностью разбитая. Мы 40 лет стояли в очередь на эту землю. Наконец-то мы его получили. И наконец-то мы добились, чтобы у нас здесь был мост, как-то люди, чтобы проходили, чтобы в школу ходили. Вот рядом школа, я там работаю. Мне легче всего вот так проезжать сюда, в эту школу. Очень много людей здесь живут сейчас. Ну, как можно сегодня мост убрать? Здесь, наоборот, надо еще дополнительные мосты сделать, чтобы людям было полегче здесь жить и как-то обустраивать. Тем более у нас здесь инфраструктуры вообще нету. И так мы на инфраструктуру сами деньги ложим. Это воду, газ, все прокладываем. Ну, я даже удивился, когда я услышал, что здесь хотят мост убрать. Это вообще кощунство. Движение по этому мосту активное. Машины проезжают каждые несколько минут. Это учитывая выходной день. А в будние дни поток в несколько десятков раз больше. К слову, сам мост в свое время жители проложили самостоятельно. До 2006 года эта территория была большим пустырем. И лишь когда люди стали получать здесь земли, жильцы стали облагораживать местность. Сегодня микрорайон по численности не уступает, к примеру, сельскому поселению Али-Юрт. Для разъяснения всех назревших вопросов на встречу к жителям приехал заместитель главы администрации города Назрань Муса Харсиев. Информацию о закрытии моста представитель мэрии не подтвердил. По его словам, речь идет лишь об ограничении въезда по мосту грузовых машин. Здесь будет установлен ограничитель, но легковые машины смогут с легкостью проезжать, как и раньше. Администрация города вообще не ставился такой вопрос, чтобы ликвидировать этот мост. Почему? Потому что здесь уже идет освоение части территории. Есть дети, которые через этот мост переходят в старую часть города, школы, детские сады и другие. Но
но администрация города Назрань ставились условия такого рода, что будут произведены ограничения эксплуатации этого моста. Ограничения в том виде, что тяжелая техника, как мы здесь видим, здесь территории осваиваться, и железобетонная, транспортная и тяжелая техника, там, где идет строительство, она эксплуатировалась до сих пор именно этой техникой. Нами будут поставлены ограничения для проезда такой техники, но стационарные машины скорой помощи и пешеходы будут использовать. С таким положением дела жители согласны, тем более, что грузовые машины не так часто встречаются на этом мосту. Грузовой, вот есть ясно. Грузовой, да, это можно, проблем нет. Ну, отдах, мост отдах, если отдах там, если нужно, что мост делать, 30 метров России, программу зоны, 35 есть, ну, от центра канала. Он малый хака яхты, да. Яхты волос, мост. Нет, я имею, нет, а мы сейчас, حتى عندنا كون كان واحد نوع توصل ده تاخد ساعة دي قام ده قد عدته سنتين كرتي ودز حق ولا كويس حاجة. Впрочем, на этом беседа горожан с представителем мэрии не закончилась. У жителей много вопросов, и связанных с коммуникациями, а именно постоянные перебои со светом и водой. По словам представителя администрации города, все эти жалобы будут донесены до вышестоящих инстанций. Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24. Профосмотры и диспансеризация с 2020 года будут проводиться по обновленным правилам, сообщают в Минздраве России. Так, граждане от 18 до 40 лет будут проходить обследование раз в 3 года, а с 40 лет ежегодно. Плюсов много. Основной – выявление болезни на ранней стадии. Регулярное медицинское обследование проходят и ингушские пациенты. Возможностью узнать состояние своего здоровья сегодня воспользовались жители Назрани. За ходом диспансеризации наблюдала лично министр здравоохранения Ингушетии Зарем Альянова. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Надо вести здоровый образ жизни и хотя бы раз в год пройти диспансеризацию. Проверить артериальное давление, измерить рост, вес и индекс массы тела сегодня могут все желающие. Уже с раннего утра пройти обследование пришли десятки людей. В числе первых пациентов Долкан Тишоева. В акции здоровья принимает участие впервые, результатом осмотра довольна. Анализ крови на холестерин, на глюкозу, что я не могу сделать в обычное время, потому что Бог месяца. Результатах довольны. Диспансеризация проводится в 2 этапа. На первом проверяют уровень холестерина и сахара в крови. Измеряют давление, рост, вес. Также есть возможность сделать флюорографию. Далее пациентов направляют к специалистам узкого профиля для дополнительного обследования. В лабораторной диагностике, то есть лаборанты из антиспида, то есть там проверяют кровь на ВИЧ и гепатиты. Далее есть офтальмолог, они измеряют внутриглазное давление, измеряют антропометрию, это вес, рост, индекс массы тела. Это первый этап, все входит в первый этап, то, что я перечисляю сейчас. Также глюкометр, это измерение сахара в крови, это все делает лаборант, врач тоже из поликлиники. Далее, после того, как пациенты проходят все это обследование, плюс ЭКГ еще, это функциональная диагностика. Далее они уже идут, проходят уже узких специалистов. Узкие специалисты у нас кто сегодня? Это врач-кардиолог, врач-онколог и врач-офтальмолог сегодня. Для Амалата Бабхоева это не первое обследование. Он считает, что болезнь лучше выявить на ранних стадиях, ведь профилактика – залог крепкого здоровья и долголетия. Эти девочки каждый год, 2-3 раз приезжайте, проверяют нас, обследуют, как положено. Что есть, что нет вам. Подсказывает, что делать, подсказывает. Даже приятно с ним общаться. Даже я благодарен вам. Спасибо сказать. Понаблюдать за тем, как проходит сегодняшняя диспансеризация, приехала лично министр здравоохранения Зарем Альянова. Она отметила, что подобные профосмотры в рамках всероссийской акции здоровья будут проходить регулярно.
Здесь, конечно, и анализы, и электрокардиограмма, и флюорограмма, и много других различных исследований. Практически все из них мы сегодня здесь проводим всем желающим. Мы агитируем людей проходить активно диспансеризацию. Мы уже проводили ряд таких мероприятий. Начинаем мы, конечно, со столицы нашей, в Магасе. Буквально неделю назад, наверное, на протяжении 2 недель та же мобильная поликлиника располагалась. Там мы обследовали больных, дальше направляли их по месту жительства для дальнейшего учета. Много пациентов сегодня проконсультировались со специалистом-онкологом. Благодаря введенному в эксплуатацию в 2017 году в Ингушетии онкологическому диспансеру, выявляемость злокачественных образований на ранних стадиях повысилась на 54%, отмечает Сулейман Ужахов. Но, к сожалению, онкологические заболевания в структуре общей заболеваемости носят 3-е место, занимает 3-е место. Мы проводим вот эти акции для того, чтобы выявить, предупредить и после выявления на начальных этапах адекватно и радикально лечить этих пациентов. Здесь на акции мы проводим осмотр пациентов, собираем жалобы и при необходимости, если требуется дополнительное обследование, уже в профильном учреждении, в онкологическом диспансере, пишем направление и отправляем туда на дообследование. Здесь же, в так называемой мобильной поликлинике, любой желающий мог сдать анализы на ВИЧ. Эта инфекция представляет серьезную угрозу для здорового общества страны в целом. Учитывая актуальность на сегодняшний день ВИЧ-инфекции и не менее актуальная проблема для нашей республики, так же, как и в целом для России, это вирусные гепатиты. Сегодня мы участвуем в акции, и меня радует, что как вот с утра стартовала акция, довольно большое количество людей приняли в этом участие и сдали кровь на вирусные гепатиты и на ВИЧ-инфекцию. Я думаю, в дальнейшем мы обязательно будем принимать в этом участие и планируем охватить всю республику скринингом. Акция здоровья проходит по всему региону. У жителей республики есть отличная возможность бесплатно проверить свое здоровье, получить консультацию у квалифицированных медиков, определиться с лечением в случае выявления болезни. Следующий пункт – Галашки. Муса Измайлов, Магомед Белахиев, Новости 24. Более 400 миллионов рублей планируется направить в Ингушетию на создание промышленного технопарка в рамках национального проекта. Большая часть средств будет выделена из федерального бюджета. Отмечу, что нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы рассчитан до 2024 года. Одним из показателей его реализации является создание к тому времени более 200 субъектов малого и среднего предпринимательства, а также увеличение доли ВВП страны с нынешних 22% до 32%. На реализацию нацпроекта власти направят около 500 миллиардов рублей. Порядка 500 человек с ограниченными физическими возможностями из различных регионов страны приняли участие в 12-м спортивном фестивале «Пара Крым-2019». Состязания для людей с поражением опорно-двигательного аппарата проходили в Евпатории в Центре спорта «Эволюция». В этом году участником спортивного праздника стала и команда из Ингушетии в составе 8 человек. Фестиваль выявил и явных фаворитов. Кто отличился больше всех, расскажет Дана Плиева. Горячая поддержка от начала и до конца дистанции вдохновляли Хаву Калоеву крутить колеса, что есть силы. 6 минут и 58 секунд оказались и важнее, и нужнее многих побед для всех вокруг. Без спортивного костюма и какого-либо опыта соревнований, стерев руки, заработав с непривычки мозоли, она финишировала под шквал аплодисментов и возгласов. Конечно, было для меня это новое. Я села в коляску, обычно как-то с костылями. На коляске это тоже нужно какое-то, как правило, по вождению. Да? Там площадка на поле, покрытие не очень как для меня. Да? И с дорожки сойти нельзя, и коляска для меня была незнакома, но тем не менее нельзя было не дойти до финиша, потому что вся площадка мне сканировала. Хава, держись, Хава, ты сможешь. После этого, конечно, было неудобно не дойти до финиша. Я дошла. 12-й Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль людей с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара Крым-2019» проходил в Евпатории. В мероприятии принимали участие около 500 человек с ограниченными возможностями здоровья из различных регионов страны, которые соревновались в 5 спортивных дисциплинах – дартс, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание и легкая атлетика. 3, 2, 1!
В этом году участниками спортивного праздника стала и команда нашей республики в составе 8 человек. На фестиваль они отправились вместе с региональным представителем Лейлой Дзейтовой и руководителем Хавой Калоевой. В тот день, когда проходили соревнования легкоатлетов по бегу, на дистанции 400 метров случилось непредвиденное. Одна из 3 участниц не прошла отбор, и судьи хотели отменить забег. В общем, все решил случай. Можно понять их настроение, они в слезах, соответственно, без ничего уедут. И команда могла получить как-то минусовую оценку. И увидя вот это, мы же люди любим на поддержку. Ингушетия такая. Вот Ингушетия поддержала, я вот взяла на себя это. Они выиграли 2-е место командное. Это было столько радости. Ради этого можно было даже пройти все трудности. Силу воли и железный характер в этом фестивале показали все ингушские участники, многие из которых заработали призовые места. Из 67 регионов Ингушетия заняла 10-е место в командном зачете. И это несмотря на отсутствие специальной спортивной базы для людей с ограничениями в регионе и необходимого оборудования, к примеру, спортивных колясок. Как я уже сказала, коляске же нужно привыкнуть, не сразу же к нему, да. Поэтому вот была бы просьба у меня, хоть кто-то нас поддержал, купил нам эти коляски для моих участников по спортивному направлению. Вот эта проблема у нас есть. В других регионах есть адаптивные клубы спортивные. Вот. И я тоже пытаюсь в этом разобраться, как это, что, чтобы и у нас он тоже был. Мы будем над этим работать. Адаптивный клуб для людей с ограничением, там уже они могут проходить все тренировки по всем видам спорта. Большинство участников освоили новые настольные игры, посещали мастер-классы. Многое из того, что увидели, хотелось бы внедрить в своем регионе. Хава Калоева в полной мере понимает, насколько особенным людям не просто вливаться в повседневную жизнь со своими законами и ритмом. Такие мероприятия, по ее мнению, просто необходимы. Наши ребята растут, они как-то адаптируются, интегрируются, показывают свои таланты. Это же многое значит для людей, которые нуждаются в внимании. Это же нужно. Они как-то наравне со всеми уже себя чувствуют хорошо. Вот когда мы выезжаем на такие мероприятия, мне бывает очень отрадно видеть их улыбки, радость. Они как-то себя чувствуют в своей колее. Ну, психологически, как подъем для людей с такими ограничениями, это много значит. Я считаю, что это польза. Фестиваль «Пара Крым» проводится ежегодно с целью привлечения к занятиям физкультурой, спортом и активному образу жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. В следующем году «Железная леди», как окрестили Хаву Калоеву, наравне со всеми участниками готовится к новому забегу и уже настроена на 1-е место. Дана Плиева, Джамалей Тамасханов, Новости 24. Ингушский гроссмейстер Эрнесто Инаркиев вышел во 2-й тур Кубка мира по шахматам. Чемпион Европы 2016 года успешно обыграл индийского шахматиста Мурали Картхикияна. В следующем туре ему предстоит сразиться с представителем Поднебесной Сюй Сянюеем. Отмечу, что турнир стартовал в Ханты-Мансийске 10 сентября, и в нем принимают участие 128 шахматистов из 47 стран. Соревнования проходят в привычном формате с 2 классическими партиями в каждом круге и тайбрейком на 3-й день, если они завершатся со счетом 1-1. В финале проводятся 4 классические партии вместо 2. Они будут сыграны с 30 сентября по 4 октября. Помимо солидного призового фонда, финалисты шахматных состязаний получат право участвовать в турнире претендентов 2020 года. От 4 лет и старше – оптимальный возраст для старта занятий по карате кёкушинкай. Возможность освоить японское боевое искусство появилась у жителей Насыркорта. Секция открыта во Дворце спорта «Магаз». В числе прочих видов единоборств карате набирает обороты и притягивает все большее внимание молодежи по всему региону. Отмечу, что это не единственная секция, открытая в Ингушетии по данному виду спорта. О главных правилах системы защиты и обороны и как ими владеют ингушские каратисты расскажет Харун Аздоев. Многие из нас выросли на фильмах о восточных единоборствах, и большинству известно такое боевое искусство, как карате. К радости поклонников этой спортивной дисциплины во Дворце спорта «Магаз» имени Берда Евлоева открылась секция по карате кёкушинкай, которая принимает детей уже с 4-летнего возраста.
В Ингушетии насчитывается десятки школ восточных единоборств. Было бы желание, а подобрать подходящий вид спорта может каждый. И среди всего этого многообразия секций исключительное место занимает карате для детей и взрослых. Это беспроигрышный вариант, поскольку карате Кёкушинкай даже из робкого и болезненного человека сделает несгибаемого телом и духом бойца, не боящегося поражений и уверенно идущего к своей цели. Наконец, карате для детей дарит массу впечатлений и знакомств. Занятия в группах учат ребенка общительности и дружелюбию, а участие в соревнованиях открывает перед детьми новые горизонты и помогает найти единомышленников среди сверстников. У меня и так много друзей, но у меня стало еще больше, когда я пошел на карате. У меня их стало намного больше. Много учеников хороших, много моих друзей. В принципе, карате это хороший вид спорта и очень уникальный. Хочу получить золотой пояс. Наверное, это будет очень долго, но я буду заниматься, чтобы получить их. Выбрав для своего ребенка секцию Кёкушинкай карате, родители могут быть уверены, что занятия пойдут их чаду на пользу, но при условии, что тренировки ведет опытный мастер, для которого карате – это образ жизни. Только такой наставник сумеет искренне заинтересовать ребенка восточными единоборствами, привить любовь к тренировкам и личным примером научить жить в соответствии с основными принципами философии Кёкушинкай карате. Кёкушин карате, как он расшифровывается, как общество абсолютно истинное. Поэтому это тот вид спорта, где дети получают максимальное физическое и умственное развитие. С 5 лет уже можно отдавать в секцию Кёкушин карате. И именно этот возраст, как начинающий, как база, вот как чистый лист. Лист идет ребенок, и вот можно уже в него вкладывать, обучать, тренировать и выдвигать на соревнования, сборы и тому подобное. Вот полностью, в общем, развивать ребенка. Тренировки по карате в секции Дворца спорта Магаз – это не только самоконтроль и жажда быть сильнейшим и лучшим. Это помощь тренера, помощь товарища и друга. Это командный дух. Ограничений по полу и возрасту тут тоже не существует. Было бы желание. Разумеется, все программы обучения подбираются индивидуально, исходя из целей и уровня физической подготовки спортсмена. Я здесь не одна девочка, к нам ходят другие девочки. С них так давно, но уже научилась бить руками и ногой. Я делюсь только на тренировке. На улице я никогда не делюсь, но если что, могу постоять за себя. Карате дисциплинирует детей и приучают их к трудолюбию. Философия Кёкушинкай учит не тратить время даром, вести здоровый образ жизни и придерживаться высоких моральных принципов. Один из важнейших моментов обучения в этой секции – уважительное отношение к старшим и привычка отвечать за свои слова и поступки. Харон Аздоев, Ахмед Гарданов, Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на Национальном.